Автор учебных пособий по роботехнике провел открытый урок для воспитанников детского технопарка «Акваториума» в Якутске. Мероприятие прошло в рамках межрегиональной научно-практической конференции. На открытом уроке побывала и наш корреспондент Саргалана Федорова. Перед ребятами стоит невзрачный робот. Их задача – сделать его привлекательным и полезным. Ребята обсудили возможности использования робота в различных комбинациях. Как робот-присутствие, как робот-пылесос или как-то еще. Лично мне, скажем, он немножко улыбнуло, но в то же время это уже какая-то разработка, которую можно видоизменять. Робототехника, нанотехнологии, дизайн, космос. У талантливой молодежи Якутии год назад появилась уникальная возможность реализовать самые смелые идеи. Сегодня в детском технопарке «Кванториум» обучается 1700 школьников. Все занятия проводятся бесплатно. Любой желающий может прийти и выбрать «Квантум». Всего их 9. Стараемся, чтобы наши дети понимали, что такое национальная культура. Проект есть с национальной культурой нашей, связан с нашей республикой, региональным компонентом, потому что мы живем в таком регионе, где и очень холодно экстремально, и очень жарко экстремально. Собрать беспилотный летательный аппарат для воспитанников аэроквантума – это обычное дело. Ребята учатся программировать беспилотники для автономных полетов. Приобретенные навыки они уже применяют в конкурсах российского масштаба. Это Phantom 4 Pro. Он как бы создан для того, чтобы обычно снимать и кинуть видео и так далее. У него стоит очень хорошая камера, вокруг датчики, чтобы не врезаться ни в какое там препятствие. Я должен в Москву 9 числа улетать. Клевер 3 мы будем учиться программировать. Там надо будет собрать и программу написать. А вот напрямую аккумулировать, сохранять и использовать солнечную энергию учатся воспитанники Energy Quantum. Они изучают все, что связано с альтернативными источниками энергии. Сейчас ребята работают с автомобилем будущего на гибридном двигателе. Машина ездит не на бензине, а на водородном топливе и аккумуляторе. На эту машину можно посадить еще больше водородных баллонов, и есть несколько батарей, которые различаются емкостью. Также эта машина может ехать на других источниках энергии, такие как солнечные панели или ветрогенераторы. В следующем году в «Кванториуме» появятся новые направления. Они будут связаны с биоквантумом или же с промышленным дизайном. Далее перед Министерством образования республики стоит задача об открытии детских мобильных технопарков «Кванториум» в районах. Саргалана Федорова, Евгений Новгородов, Якутск.